Au fost desemnați primii câștigători ai concursului pentru dezvoltarea jurnalismului cetățenesc în rândul televiziunilor regionale din Moldova, organizat de Fundația Soros Moldova și Guvernul Suediei. В конце концов, в Молдове в один прекрасный день появилось то, что мы пишем, что уже есть, а знаем, что еще нет. И надеемся, что будет гражданское общество, что будут люди, которым не все равно. Потому что граждане-журналисты – это люди, которым не все равно, что что-то делается не так, что что-то происходит неправильно, что решения принялись неверно, что ямы не закопаны, что дороги плохие, что детям холодно в школах и так далее. Вот это люди, которым не все равно, и общество начинает жить хорошо только с того момента, когда возникает гражданское общество и его отношение к стране, в которой они живут. И поэтому я очень надеюсь, что вы будете это продолжать, что вы почувствовали все-таки вкус того, чтобы рядом с вами, в вашем районе, в вашем селе были люди, которым не все равно за то, что происходит с их близкими, родными, детьми, соседями, всем селом, всем районом. În Europa și în țările democratice, jurnalismul cetățenesc are o mare importanță. În zilele noastre, jurnalismul poate fi profesat de mulți. Aceasta nu este domeniul exclusiv pentru jurnaliști profesioniști. В мире происходит больше событий, чем есть журналисты. Да? Вот почему очень важно, чтобы у журналистов были помощники. А кто они такие? Это активные граждане, которые помимо всего хотят заниматься и журналистикой. Всегда кто-то рядом с важным событием. И он может оказаться рядом раньше, чем журналист. И поэтому очень важно сегодня, когда есть очень много возможностей сделать это событие, или чтобы об этом событии uзнали как можно больше людей, хорошо, чтобы это мы сделали. În cadrul concursului au participat 17 televiziuni regionale în următoarele nominalizări: jurnalism cetățenesc, echipe creative și posturile de televiziune. Câștigătorii au fost desemnați de către un juriu în următoarea componență: Anieta Gonța, prodecan al Facultății de Jurnalism, doctor în științe politice; Ion Bunduchi, expert în jurnalism cetățenesc; și Petru Macovei, președinte al juriului, directorul Asociației Presei Independente din Moldova. Vreau de asemenea să mă bucur pentru voi. De ce? Pentru că aveți posibilitatea să vă afirmați ca profesioniști în cadrul unui concurs care este, așa cum a spus Ion, și eu subscriu cuvintelor care le-a spus el, foarte important pentru voi, ca televiziuni locale, pentru care conexiunea, interacțiunea telespectatorului este hiper importantă. În toată lumea, televiziunile locale sunt mult mai importante decât televiziunile naționale. O să ajungem și noi cândva la etapa asta, sper cât mai repede. Televiziunea Flor TV a luat 4 premii. Primul loc în rândul echipelor de creații în domeniul dezvoltării jurnalismului civic, precum și locurile 1 și 3, au fost obținute de către cetățenii activi în jurnalismul cetățenesc. Вообще я по своей натуре очень внимательный и не могу быть равнодушным к тому, что творится вокруг. Сам того не ожидая или не подозревая, делал короткие видеоклипы, которые показывали, какие мы люди, как мы относимся к окружающей среде, как мы относимся к общественным местам. И мне очень приятно, что мои работы были оценены по достоинству, а именно первое место моя работа взяла. Это очень приятно. Гражданская журналистика для меня в первую очередь это победа над собственным страхом, потому что перед тем, как сделать свой репортаж, я очень сильно боялась мнения других людей, мнения учеников, с которыми я учусь в одной школе, и мнения учителей. Но оно, конечно, было не положительным, и для меня это было очень большое испытание выслушать все стороны, что они думали о том, что я сделала. И поэтому гражданская журналистика является для меня какой-то особой ступенью, которую я преодолела и набралась больше сил.
Jurnalismul cetățenesc pentru mine este cel puțin o ocupație, dar nu o ocupație simplă. Este pentru mine o ocupație compusă din mai multe etape. Ea este începutul carierei de jurnalistică și cred că mai departe o să fie o etapă mai sus, mai presusă, ca să pot atinge jurnalismul civic. Televiziunea Flor TV a acumulat o anumită experiență în cooperare cu cetățenii activi și planifică ca aceasta să devină o tradiție. Proiectul este finisat, dar invităm toți cetățenii pentru colaborare și rezolvare în comun a problemelor în cadrul platformei create Știrile cetățenești. Informațiile dumneavoastră sunt plasate în rubrica Știrea ta pe adresa electronică a televiziunii www.flortv.net.